أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. Раз мы говорим о судном дне, нам обязательно нужно будет рассказать о заступничестве в день воскресения. Хорошо. Чем заступничество в судный день отличается от заступничества в этой жизни? В нашей дуне бывают разные виды заступничества и ходатайства. У многих людей возникают проблемы. Или они делают что-то, что заслуживает наказания. Но из-за того, что у них есть деньги, власть, и они знают кого-то влиятельного, кто может заступиться за них, они избегают наказания. Но в судный день все будет совсем по-другому. Не каждый сможет заступаться, и не за каждого можно будет заступаться. Есть определенные условия. Всевышний Аллах говорит, они заступаются только за тех, кем Он доволен. Аллах, свят Он и велик, должен быть доволен человеком, за которого заступаются. Также и сам заступник. Всевышний Аллах должен разрешить ему заступаться и быть им доволен. Всевышний Аллах говорит, пока Аллах не позволит заступаться за тех, за кого Он пожелает и кем Он доволен. Наше положение в судный день будет отличаться от нынешнего. Если кто-то нагрешил, с него потребуют отчет за этот грех. И пусть он не думает, что из-за своего положения или богатства он сможет спастись путем заступничества и связей. Также, если говорить о заступничестве, знай, что в судный день некоторые люди изначально будут лишены заступничества из-за каких-то конкретных деяний. Некоторые из таких вещей люди, возможно, проделывают ежедневно и не знают, насколько это опасно. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который приводится в Сахихе Муслима: «Поистине проклинающие не будут ни заступниками, ни свидетелями в день воскресения». Представь себе, такой человек будет лишен заступничества просто из-за того, что часто проклинал. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام Давайте поговорим о видах заступничества. Есть величайшее заступничество, Макам аль-Махмуд, достохвальное место. Оно принадлежит исключительно пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Посмотри, субханаллах, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не получил эту степень и такое заступничество просто так, потому что он пророк. Напротив, Всевышний Аллах приказал ему, говоря: «Бодрствуй часть ночи, читая Коран во время дополнительных намазов». И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, проявлял особое усердие в поклонении. Поэтому пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, лучший из людей и лучший из посланников, да благословит его Аллах и приветствует. Это достохвальное место и величайшее заступничество. Когда оно будет? Оно произойдет в день воскресения. В хадисе, который приводится в сборнике Аль-Бухари, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Я буду господином людей в судный день». Знаете ли вы, как это будет? Аллах соберет на одной возвышенности первые и последующие поколения людей. Представь это себе. Все люди собраны в одном месте. Миллиарды людей, начиная с Адама, мир ему, и до последнего из тех, кто жил на этой земле. Все они окажутся на одном месте. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: каждый сможет увидеть их и услышать. Ты сможешь увидеть их всех, когда они будут собраны. Затем пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: и солнце приблизится к ним. Все, жара, солнце приблизилось, и этот судный день будет длиться 50 тысяч лет. Люди достигли такой стадии усталости и печали, что хотят чего? Чтобы уже просто начался суд, начался расчет. Даже если они зайдут в ад, от тяжести и ужасов этого дня, они мечтают об избавлении, хотят, чтобы расчет начался. Некоторые люди скажут: разве вы не видите, что с вами происходит? До какой степени дошло дело? Не поискать ли вам того,
кто заступится за вас перед вашим Господом. И одни люди скажут другим: «Ваш отец Адам». Люди придут к нему и скажут: «О Адам, ты прародитель рода человеческого. Аллах сотворил тебя своей рукой и вдохнул в тебя частицу своего духа. Он приказал ангелам, и они поклонились тебе. Он поселил тебя в раю. Так заступись же за нас перед твоим Господом. Разве не видишь ты, в каком мы положении и до чего мы дошли? Это Адам, мир ему, первый из людей, один из пророков». И он ответит им: «Сегодня Господь мой разгневался так, как не гневался никогда раньше, и как не будет гневаться уже никогда больше. Он запретил мне подходить к дереву, а я ослушался. О, моя душа, ступайте к другому, ступайте к Нуху». И они придут к Нуху и скажут ему: «О, Нух, поистине ты первый из посланников. Аллах назвал тебя благодарным рабом. Разве ты не видишь, в каком мы положении? Разве ты не видишь, что с нами происходит? Заступи же за нас перед твоим Господом». И он скажет: «Мой Господь сегодня разгневался так, как не гневался никогда раньше, и как не будет он гневаться уже никогда больше. О, моя душа, это посланники, обладающие решимостью, улюль азм, и люди пойдут к Ибрагиму, Мусе и Исе, улюль азм, лучшие из посланников, лучшие из людей, и каждый из них будет отвечать, что Аллах разгневался так, как не гневался никогда раньше, и как не будет он гневаться никогда больше. Все они будут говорить: «О, моя душа, моя душа». Если даже они думают о своей душе и боятся гнева Аллаха Святого Велик в этот день, то в каком положении тогда будем мы? Мы, грешники, мы много ослушивались Всевышнего Аллаха. У нас много грехов, мы допускали упущения в правах Всевышнего Аллаха. Так каким же будет наше положение в тот день? Они будут говорить: «О, моя душа, а что скажем мы?» И после того, как они пойдут к Ибрагиму, к Мусе и Исе, они придут к пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывает: «И они придут ко мне, и я склонюсь в земном поклоне у основания трона Аллаха. И мне будет сказано: О, Мухаммад, подними голову, заступайся, и твое заступничество будет принято, и проси, и будет даровано тебе». Затем Всевышний Аллах разрешит начать суд. Таким будет величайшее заступничество, принадлежащее Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. Давайте сейчас поговорим о некоторых видах заступничества, которым воспользуется пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Первый из этих видов состоит в том, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, будет заступаться за людей и просить, чтобы они зашли в рай без расчета. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, как это приводится в сборнике Аль-Бухари: «Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, будет сказано: О, Мухаммад, введи тех из своих последователей, которым не будет предъявлен счет через первые врата рая, а остальные войдут в рай вместе с другими людьми через остальные врата. И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, введет в рай тех из своей уммы, кого пожелает без расчета. Я прошу Аллаха Пречист, Он возвышен, сделать нас из числа этих людей». Другой вид заступничества. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, будет заступаться за обитателей рая и просить, чтобы они зашли в рай. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, как это приводится в хадисе из сборника Муслима: «Я подойду к вратам рая в судный день и попрошу, чтобы их открыли. И страж врат спросит: кто ты? Тогда я отвечу: я Мухаммад. И страж скажет: мне было приказано не открывать никому до тебя». Представьте себе это. Я прошу Аллаха сделать нас из числа тех, кто в тот момент будет там присутствовать, чтобы ты стоял среди других верующих. Двери рая заперты. Ты ждешь, чтобы зайти в райские врата. Ты ждешь зайти в этот рай, и ты знаешь, что за ними тебя ожидает вечное наслаждение, всевозможные удовольствия, которых ты желаешь, о которых ты еще не слышал и которых не видел. И там будет то, что выше любой человеческой фантазии и представления. И ты увидишь, как пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, подходит, просит открыть врата, затем врата открывают. И чем дальше они открываются, тем больше перед тобой открывается наслаждений. Затем ты заходишь. На самом деле, это такая картина, при которой человек желает присутствовать. Также есть другой вид заступничества пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Это его заступничество за его дядю Абу Талиба. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, как это приводится в хадисе из сборника Аль-Бухари: «Может быть, мое заступничество пойдет ему на пользу в день воскресения, и поместят его в верхний слой огня, который будет доходить ему только до щиколоток, из-за чего его мозги станут кипеть». Это некоторые виды заступничества пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в судный день. سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام.
также к видам заступничества будет относиться и это великое заступничество, которое охватит нас всех. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе из Сахиха Муслима: «Клянусь тем, в чьей длани моя душа, никто из вас не отстаивает право своего товарища в этом мире так сильно, как это будут делать они. Верующие в судный день, как говорит пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, будут защищать своих братьев, которые оказались в аду. Почему? Они скажут: «О Господь наш, это же наши братья, которые молились вместе с нами. О Аллах, они постились и совершали хадж вместе с нами. Они защищают их, потому что те собирались с ними в поклонении и покорности Аллаху». Подумай об этом. Люди, которые собирались вместе с тобой на поклонении, в заучивании Корана, в чтении Корана, в призыве к Всевышнему Аллаху, в кормлении бедняков, в намазе и посте. Эти люди могут стать причиной того, что ты выйдешь из ада. Они могут стать теми, кто заступится за тебя в судный день. Ты не можешь знать точно, и им будет сказано: «Идите и выведите тех, кого вы узнаете». Как говорит пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, и они выведут оттуда много людей. Они станут запретны для адского огня. Почему? Потому что они просто собирались вместе на поклонении Аллаху Святу навели. Заступничество в судный день — это великое заступничество. Все будут заступаться. Как говорит пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, Всевышний Аллах скажет: «Свое заступничество уже оказали и ангелы, и пророки, и верующие. Остался только милосерднейший из милосердных». Даже ангелы будут заступаться. Так что твори благие дела в этой дуне, чтобы достичь такой степени, чтобы кто-то заступался за тебя, будь это верующий, с которым ты собирался на каком-то поклонении Аллаху, или какой-то ангел. Совершай благие дела, не путешествуй из страны в страну ради чего-то запретного. Путешествуй ради поклонения Аллаху и проявления покорности Ему, ради призыва к Всевышнему Аллаху. Делай больше благих дел, которые приведут тебя на уровень, когда за тебя будут заступаться. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, как это приводится в хадисе из Сахиха Муслима: «Читайте Коран, ибо поистине в день воскрешения он явится как заступник для тех, кто его читал». Сколько людей не спали по ночам, читая и заучивая наизусть Коран, и этот Коран придет в судный день и заступится за такого человека. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал в хадисе, который приводится в Сунан ат-Тирмизи: «Для мученика у Аллаха есть 6 преимуществ, и среди них он упомянул следующее: он заступится за 70 человек из своих родственников». Многие люди совершали благие дела, и за них заступятся, или они сами будут заступаться за других. Я прошу Всевышнего Аллаха сделать нас из числа заступников и тех, за кого будут заступаться. На следующей серии мы поговорим о том, как будут разлетаться свитки, и как каждый будет брать свой свиток, кто будет счастлив при передаче ему свитка, а кто будет в печали. На этом все. И Аллах знает лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا لقد خلقوا لما